На канале Абхазского телевидения вы смотрите информационный выпуск Камшикшара. Здравствуйте. Президент Рауль Хаджимба провел совещание с участием членов комиссии по подготовке проекта целевой программы развития государственного абхазского языка. Подробности в репортаже на Лайковы. Роль и значение государственного языка для страны очевидны. Без него невозможно полноценное развитие этноса, государства, культуры. В ходе встречи обсуждались пути развития и актуальные проблемы государственного языка Республики Абхазия. Глава государства в первую очередь отметил необходимость усиления работы по обучению абхазскому языку детей в детских садах в системе школьного образования с использованием современных методов преподавания. Большая проблема существует практически во всех государственных структурах, но нужно начинать именно с дошкольных и школьных учреждений, сказал президент. А парламент энергно харт министр дисхагуло администрация Захинджара, Абжихара, Хазлачажо, Аурс безшало. Ма пацахка зумхарт, я не позалаги хакет, Аурс безше. Я конституция анишаной бшхац ну парпивша тагла за ашахам. Аха еха, юмбарз залшудзум, ван за юкацз ашичаква, епца зрабха фонд, вяштахе закон. А программа рызыге изыскыз, изапцаз, абри хапсу безша, и шохтуала, яра авинкара казшатан, уйцас и чавёрпивш. Хаджлар, хуапсыра, чинуа, аха уйзат глаза шаца. На совещании также речь шла о многочисленных ошибках, встречающихся в текстах наружной рекламы. Абхазский язык богат своими художественными обозначениями, названиями, образами, но зачастую они могут затеряться среди иностранных названий. Очень часто реклама на абхазском языке не передает нужный смысл. Все это должно быть под строгим контролем глав администрации. Также были затронуты темы развития и популяризации детской литературы на абхазском языке, перевода школьных учебников на государственный язык, возобновления телевизионных проектов по обучению абхазского языка, выпуска периодических изданий, в том числе в электронном формате, создание аудио и видеоматериалов на государственном языке, представляющих интерес для молодежной аудитории. Необходимость начала школьной реформы, разработка программ для дошкольных учреждений, для школы, хороших, интересных, привлекательных программ. Сегодня, насколько я знаю, Абхазский государственный университет представит интересную программу по информационным технологиям. То есть надо добиться привлекательности абхазского языка. Одной рекламы недостаточно, такой обычной рекламы. Здесь нужны специалисты, и надо весь метод современный использовать, чтобы язык наш стал востребованным. На совещании была отмечена и деятельность Госкомитета по языковой политике. Разрабатываются словари по различным направлениям. Есть словарь юридических терминов, экономических, математических, спортивных. В разработке медицинский словарь. Реализуются разные проекты, нацеленные на популяризацию языка среди молодежи. Но, как подчеркивалось на встрече, в вопросе развития и сохранения абхазского языка важна не только поддержка государства, но и вовлечение в этот процесс всего общества. На Лакове Алексея Гухава, Абхазское телевидение. Крупный пожар в высокогорной Абхазии. Пламя охватило более 10 гектаров лесистой территории в районе Двуречья и села Псхо. По словам спасателей, наблюдаются множественные локальные очаги возгорания. Установить точную картину и границы распространения пламени мешает сильная задымленность территории. Спасатели облетели ее на вертолете по максимально доступной траектории. Огонь распространяется в труднодоступных местах высокогорья, исходя из чего тушить пожар возможно лишь с помощью специальной авиации. В этой связи министр по ЧС Абхазии Лев Квициня не исключил возможности обращения за помощью к российским коллегам.
В МИД Абхазии состоялась встреча министра иностранных дел Даура Ковы с главой абхазо-австрийского общества Патриком Поппелем, в рамках которой были обсуждены планы работы общества, в частности, содействия в развитии отношений в области культурного и гуманитарного сотрудничества между Республикой Абхазия и Австрийской Республикой. Как отметил Патрик Поппель, кроме того, абхазо-австрийское общество нацелена на работу по популяризации Республики Абхазия среди населения Австрии, а также на обеспечение возможностей людям из Европы приезжать в Абхазию в качестве туристов. Даур Ковы отметил важность создания данной организации и подчеркнул, что основной задачей работы общества является донесение до мирового сообщества объективной информации об Абхазии в области истории, культуры Абхазии, образования, туризма и других сфер. Патрик Поппель зарегистрировал абхазо-австрийское общество 11 октября 2019 года в Австрии. Национальный банк Абхазии продолжает проводить масштабную работу по расширению функционала банковских карт АПРА. За последние годы национальная платежная система значительно расширила свои границы и открыла новые возможности для своих пользователей. Репортаж Эсмы Гуланце. На сегодняшний день держателями карт АПРА являются более 100 тысяч граждан Абхазии. В октябре этого года произошло значимое событие. Абхазскую национальную платежную систему окончательно интегрировали с российской системой МИР, благодаря чему карту АПРА теперь можно использовать и за пределами республики. Необходимо отметить, что речь идет о новых картах, карта АПРА World, которые позволяют пользоваться этими возможностями. На данном этапе идет перевыпуск карт. За эти 2 недели в Национальном банке перевыпущено около 10 тысяч карт. Всего, как мы знаем, держателей карт АПРА является более 100 тысяч действующих карт. Естественно, этот процесс не быстрый, он занимает время, но я думаю, что в плановом режиме, по графику, эти карты все будут заменены. Более того, мы предоставили право в индивидуальном порядке обращаться в банк с просьбой заменить карту на карту АПРА World, которая позволит воспользоваться новыми возможностями. Нужно сказать, что объем операций стремительно растет. Как вы знаете, стартовый эффект, то есть ежедневно все больше и большее число людей получают новые карты АПРА World, выезжают за пределы Абхазии. Естественно, это отражается на статистике. Многие граждане Абхазии уже пользуются нововведением и успели оценить его быстроту и удобство. Держатели карты АПРА World теперь могут расплачиваться в магазинах и снимать деньги с банкоматов не только в Абхазии, но и на территории Российской Федерации, Армении, Турции и других стран, где принимается к оплате российская карта МИР. Как пользователь карты АПРА могу сказать, что это большие плюсы, так как пользуюсь ей уже более 3 лет и очень удобно, то есть расплачиваться картой на территории Абхазии, а теперь, выезжая за границу, можно не носить с собой наличку и расплачиваться по таким мелким затратам, как еда, одежда, бензин. Ну, мне кажется, это большой плюс. Как гражданин, как рядовой обыватель, главная функция, которой мы часто раньше пользовались и не могли использовать, то есть это оплата, например, онлайн-билетов, авиабилетов, ЖД-билетов, оплата различных покупок на сайте, там, не знаю, мы как девушки, парфюмерия, косметика. С 8 ноября пользователям национальной платежной системы Абхазии стала доступна еще одна услуга – перевод средств с международных карт на карту АПРА World через сервис онлайн-перевода ВКонтакт. При этом снимается всего 1% от суммы пополнения. Переводы могут осуществляться как в рублях, так и в иностранной валюте. Сегодня на этом этапе граждане Абхазии, держатели карты АПРА, могут получать деньги, связанные с переводом, не приходя в банк. То есть деньги поступают на карту АПРА. Это делается 2 способами. Отправитель денег может, как и раньше, обратиться в отделение, где обслуживается по системе контакт, и перевести наличные не просто на имя физлица, а с указанием номера карты. На карту деньги будут поступать. Либо
перевод с карты на карту. То есть для отправителя даже не нужно обращаться в банк или в те организации, откуда отправляются деньги, а с интернета при помощи услуги онлайн-переводов перевести деньги с российской карты, любой международной, на карту АПРА. «Контакт» – одна из ведущих российских платежных систем, позволяющая делать переводы по всему миру. Этой услугой пользуется огромное количество и наших граждан. По словам Беслана Барателя, в Абхазию переводится около 1,5 миллиарда рублей в год. И теперь эти деньги могут поступать на карты, тем самым повышая общий объем денежных переводов в стране. Эсма Голанзе, Алексей Баструков, Абхазское телевидение. 11 ноября отмечается Международный день энергосбережения. По всему миру проводятся различные акции, направленные на привлечение внимания людей к необходимости экономии электроэнергии. В Абхазии проблема нерационального потребления электричества стоит достаточно остро. Кроме того, в нашей республике все еще актуален вопрос собираемости платежей. Тему продолжит Амелия Бисмарк. О том, что электричество необходимо использовать экономно, жителям не устают напоминать энергетики всех стран. Однако понимание этой проблемы приходит к людям лишь в критических ситуациях. Если говорить об Абхазии, то в нашей республике потреблять электроэнергию рационально. Обычно стараются крупные предприятия, а большинство населения считает, что подобные предупреждения их не касаются. Крупные организации, там, гостиницы и так далее, которые все-таки тариф для которых ощутимый, да, не такой низкий, как для физических лиц, они в своей работе уделяют энергосбережению серьезное внимание. Что касается населения, к сожалению, пока такой тенденции не наблюдается. Более того, если, скажем, в России уже фактически нигде не используются лампы накаливания, которые в несколько раз превышают расход светодиодной лампы, то в Абхазии это носит массовый характер, в основном в сельской местности. Чтобы рационально использовать электричество, достаточно обращать внимание на тот объем, который мы потребляем ежедневно. Существенно сократить расход энергии использования светодиодных ламп. Лампа может там 7-8 ватт потреблять. То есть элементарно, если оплачивать электроэнергию по счетчику, абонент эту разницу сразу почувствует, если заменит все свои приборы. Более того, если раз в 3 месяца, грубо говоря, лампа накаливания сгорает, хоть и светодиодная лампа, она дороже, но у нее срок службы гораздо больше. И в целом, если перевести это сравнить с оплатой за электроэнергию, выгоднее покупать светодиодные лампы. Существуют и другие способы решения данной проблемы. При соблюдении некоторых несложных правил можно значительно сэкономить энергию во время использования бытовой техники. Для этого достаточно не оставлять даже неработающие предметы включенными в сеть. Не секрет, что в зимнее время в Абхазии нагрузка на электросети существенно возрастает, в связи с чем увеличивается число различных аварий и возникают перебои в подаче света. Может быть, многие наблюдали, что при включении каких-то приборов напряжение снижается. То есть мы все должны понимать, что это ресурс общего пользования и лишний раз его не перегружать. Отдельной проблемой для энергетиков является появление в республике большого количества криптоферм, на которых затрачиваются серьезные мощности электроэнергии. И происходит это круглосуточно. Постановлением Кабинета министров эта деятельность на территории Абхазии запрещена. Однако в случае нахождения ферм по майнингу криптовалют в одном селе, в другом. То есть сейчас уже когда интернет проведен в села, то теперь появилась возможность майнить в селе. Соответственно, это может сказываться на энергоснабжении села в том числе. Есть различные идеи по решению этого вопроса, в том числе попытка легализовать этот бизнес, то есть сейчас установить соответствующий повышенный тариф, налогообложение и так далее. Но на данном этапе к этой зиме сегодня мы подходим в правовом поле, где майнинг криптовалют находится у нас под запретом.
Что касается погашения долгов за потребленную электроэнергию, необходимо отметить, юридические лица подходят к этому вопросу более ответственно, чем простые граждане. Тем не менее, общая задолженность по республике на 1 октября 2019 года составляет 4,5 миллиона рублей. Некоторая часть обозначенной суммы должна поступить от государственных учреждений. Физические же лица платят за цвет довольно неохотно, что и прослеживается в отрицательной динамике собираемости средств. Как вы знаете, опять же, вот, скажем, есть у нас такое явление, как оплата 400 рублей в месяц, которая равняется по тарифу 1000 киловатт. Но это сейчас уже в современной Абхазии оно не актуально, и нужно стремиться к установке прибора учета, потому что фактически это, если говорить упрощенно, это безлимитный тариф. Условно, ты заплатил 400 рублей в месяц, а сколько электроэнергии ты потребил, никто не считает, если у тебя нет счетчика, правильно? Соответственно, о какой экономии, о каком энергосбережении может идти речь, если человек покупает себе за 400 рублей безлимитный фактический тариф? Если в столице большинство абонентов за потребленную электроэнергию платят по счетчику, то у жителей районов в домах попросту не установлены подобные приборы, и поэтому они платят согласно тарифу 400 рублей в месяц. Установить счетчик выгодно и для самого потребителя, ведь вполне возможно, что вы расходуете электроэнергию на 100, 200 или 300 рублей, а в итоге платите больше. Хочется отметить, что большинство людей, которые исправно платят за электричество и рационально его используют, граждане пожилого возраста. Все обогреваются электроэнергией, потому что другого нету варианта. Ну, по минимуму, конечно, приходится как-то компактнее делать в комнатке какой-то, чтобы обогреться или что. Так. Живу одна, поэтому много не приходится тратить. Я люблю прохладно, поэтому все экономлю. Важно, чтобы подобное чувство ответственности ощущали и представители молодого поколения Абхазии, ведь от этого в некотором смысле зависит будущее энергетической отрасли страны. Амелия Бисмарк, Томас Чаковани, Абхазское телевидение. В Центральной республиканской больнице в отделении урологии начали проводить операции новым электроимпульсным аппаратом «Уралит». Прибор предназначен для контактного разрушения урологических камней в мочевыделительной системе человека с помощью электромагнитных разрядов. Все подробности у Алики Трапш. В урологическом отделении Центральной республиканской больницы с 2011 года проводят малоинвазивные операции при помощи пневматического и ультразвукового аппаратов. Но теперь с приобретением нового электроимпульсного оборудования «Уралит» у медиков появилась возможность проводить операции в мочевыделительной системе намного эффективнее и безопаснее. На камень подается электрический разряд совершенно короткой продолжительности. В отличие от электрогидравлического метода, который применялся ранее, пробой и ударная волна формируется не в среде вокруг камня, а непосредственно внутри камня. И за счет этого камень разрывается. Вот эти электрогидравлические, ультразвуковые, лазерные методы, они все потенциально опасны в плане разрыва мочевого пузыря, травматических дефектов разных уровней мочеиспускательного тракта. Этот инструмент практически лишен этих недостатков. Уникальный электроимпульсный аппарат «Уралит» был подарен Республиканской центральной больнице Дмитрием Сычевым в качестве благодарности за оказанную абхазскими медиками квалифицированную медицинскую помощь его бабушке. Цена аппарата составляет свыше 1 миллиона рублей. Первая операция по новому методу удаления камней была проведена несколько дней назад пациенту с 6-сантиметровым камнем в мочевом пузыре. С помощью аппарата медики раздробили камень электрическими импульсами на 1000 мелких частей. Вот камера, вот сам эндоскоп. Вот источник энергии, чем мы разрушаем камень. Смысл какой? Вот я сюда ставлю камеру, ввожу инструмент, эндоскоп в пути мочевыводящий, а затем, когда я уже увидел камень, вот зонд, ввожу вот этот зонд сюда, в канал рабочий, в этероскопа. Он сейчас покажется на кончике. И он под контролем зрения, в общем, все это делается. Однако, по словам медиков, существует проблема возмещения расходного материала. К примеру, один зонд для разрушения камня с помощью электрических импульсов стоит 15 тысяч. Всего к аппарату «Уралит» прилагались 10 зондов, из них 3 уже израсходованы. Еще пару таких больных, и мы останемся без расходного материала. Будем стараться искать какие-то
статьи, чтобы включить расходный материал в эти статьи, чтобы закупало государство. Если это государство делать не будет, то мы будем вынуждены, просить больных, чтобы они самостоятельно зонды эти закупали. Эндоскопические операции в зависимости от тяжести заболевания длятся от 5 минут и больше. Если операция прошла без осложнений, пациента уже на 2-3 день выписывают из стационара. Аля Катрапш, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение. В преддверии Всемирного дня борьбы с диабетом в поликлинике Центральной республиканской больницы будет проводиться специальная акция «День открытых дверей», в рамках которой любой желающий может бесплатно сдать анализ крови на содержание глюкозы, гормоны щитовидной железы, инсулин, различные торч-инфекции и получить консультацию у врача-эндокринолога. Акция будет проводиться 13 и 14 ноября с 9 утра до 2 часов дня. С 14 по 16 ноября в Санкт-Петербурге состоится 8-й международный культурный форум, в котором примет участие делегация из Абхазии во главе с министром культуры Эльвирой Арсалия. Форум заслуженно признан культурным событием мирового уровня, ежегодно притягивающим тысячи экспертов в области культуры со всего мира, звезд театра, оперы и балета, выдающихся режиссеров и музыкантов, общественных деятелей, представителей власти и бизнеса академического сообщества. В этом году основная тема форума – культурные коды в условиях глобализации. В минувшие выходные в столице прошел 9-й чемпионат Абхазии по интеллектуальным играм, в рамках которого были проведены игры «Что, где, когда», «Брейн Ринг» и «Своя игра». Организатором чемпионата выступает интеллектуально-творческий клуб «Дюна» при поддержке Абхазского общественного фонда развития Амшра, сети магазинов «Эксперт» и Сухумского дома юношества. Об итогах игр в репортаже Сарии Кварацхеля. Для фанатов интеллектуального досуга данный чемпионат – долгожданное событие. Отрадно, что с каждым годом число его участников увеличивается. В этом году соревнования продолжались 2 дня. В первый день проходил отборочный этап турнира «Что, где, когда», в котором участвовало 16 команд. 6 из них представляла молодежь не старше 25 лет. Как и в телевизионной версии, знатокам давалась 1 минута на размышление. Только ответ нужно было не озвучить, а быстро написать на бумаге и отдать жюри. Игра была очень напряженной. У игроков зашкаливали эмоции, ведь каждый хотел стать обладателем главного приза. За 9 лет у чемпионата появились свои фавориты. Стараемся участвовать каждый год. У нас сегодня немного другой состав, но в принципе основной костяк команды есть. Ожидаем интересной драйвовой игры. Думаем, что будут интересные вопросы. Вопросы, в принципе, всегда интересны. Интересно посмотреть, как мы в усеченном таком новом составе сможем проявить себя. Интересно самих себя проверить в первую очередь. Как команда мы играем 2-й год. Хотя личный состав включает игроков, которые имеют уже многолетний опыт участия в этих играх, включая молодых легионеров, которых мы подтянули для их дальнейшего развития. Чего мы ждем от сегодняшней игры? Того же, что и от каждой. Азарт, задор, соревнования. Самое главное. Мне кажется, что это постоянно какие-то неповторимые эмоции от участия в игре, так как участников много и плюс еще и знакомства новые. И всегда есть такой дух соперничества, показать, проявить себя, показать другим. Эта игра способствует мобилизации в стрессовой ситуации твоих каких-то внутренних возможностей, как ты умеешь правильно принять решение. И мне кажется, что такая способность, она в жизни очень важна при принятии очень серьезных решений. Игра «Что, где, когда» собирает на своей площадке как опытных игроков, так и новичков. Например, в этом году в соревновании приняли участие молодые историки, юристы и экономисты. И даже единственный габаист Абхазии Рустам Куласов. Интересно попробовать себя в чем-то новом. Довольно, как минимум, любопытно. Надеюсь, победим. Приятно просто участвовать в игре, приятно будет посоревноваться.
опробовать, так сказать, на что способны. По итогам отборочного этапа игры «Что, где, когда» в финал вошли 12 команд. В этот же день прошли и отборочные туры на участие в своей игре и брейн-ринге. По их результатам отобрали 27 участников, которые в финале боролись за звание чемпиона своей игры, и 8 команд, боровшихся за победу в брейн-ринге. Каждый год организаторами соревнований выступает интеллектуально-творческий клуб «Дюна». В этом году нас порадовало то, что у нас появилось больше школьных команд. Вопросы мы стараемся готовить адаптированные под нашу аудиторию. Естественно, с нашим абхазским, если можно так сказать, акцентом, с нашим колоритом. Обычно мы их заказываем на заказ, нам их специально пишут на финальные игры. Мы есть во всех социальных сетях, особенно активно сейчас у нас в стране, в принципе, Инстаграм, естественно, там активнее всего. А заявки мы принимаем как в социальных сетях, так и по телефону. Мы стараемся не чинить никаких препятствий. В любой удобной форме люди могут позвонить и сообщить о своем желании. Мы всегда готовы пойти навстречу. Следующий год у нас вообще юбилейный, поэтому, естественно, хочется ожидать, что он пройдет с еще большим размахом. Но будем надеяться на то, что у нас будет поддержка как спонсоров отдельно, так и знатоков, потому что это не менее важно. Финальную игру вел двукратный обладатель «Хрустальной совы», член телевизионного клуба «Что, где, когда» Михаил Скипский. Это стало приятным сюрпризом для всех участников. Михаил Скипский отметил высокий уровень знаний абхазских знатоков. Друзья, спасибо, что приглашаете. Приятно видеть полные, пусть и маленькие, да, но полные залы знатоков, которые за что-то борются, ругаются, там, приходят апеллировать. Если команда подает апелляции, значит, ей уже не все равно, значит, она чего-то хочет этим добиться. Это же познавательная функция «Что, где, когда». Видите, вы узнали какие-то новые слова, узнали какие-то правила писания. Ну, в этом же и есть смысл, да, посмеяться, узнать что-то новое и попробовать как-то мыслить по-другому. По итогам двухдневных соревнований в общем зачете золото у сухумской команды 12 разгневанных мужчин. Серебро получила одна из опытных команд под названием «Субъективная реальность», а бронза досталась сборной «Агенты Тео», которая раньше никогда не попадала в тройку призеров. В молодежном зачете «Что, где, когда» среди участников не старше 25 лет первое место заняли студенты исторического факультета АГУ, второе – омлет из Сухума и третье место завоевал НАЦ из Ачимчира. А по брейн-рингу победила команда под названием «Фаина Вахтанговна-Женевская», отчасти состоящая из наших коллег, абхазских журналистов. Чемпионами дисциплины «Своя игра» стали Тимур Зантария, Владимир Миронов и Михаил Алхазов. Сария Гварацхеля, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение. А сейчас о погоде. По сообщению гидромедцентра, в Абхазии ожидается небольшая облачность без осадков. Температура воздуха ночью плюс 6-11, днем плюс 16-21. Температура морской воды плюс 19 градусов. И на этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго.